Приветствую всех на портале LoveMD, в эфире подкаст на LoveMD. И сегодня у нас два прекрасных человека в студии, с которым будет, мне кажется, очень интересно сегодня побеседовать, потому что они пришли не с пустыми руками, а с победами. У нас в гостях сегодня находится Гульнара Батыралиева, уроженка Чедерлунги, победительница музыкального конкурса в Стамбуле и заслуженный артист Гагаузии, финалист престижного конкурса Тюрквизион 2015, поэт-композитор Валентин Орманжи. Всем здравствуйте, я рада, что у вас получилось приехать из Чедерлунги и принять участие в нашей программе, чтобы мы лучше узнали, что же произошло в Стамбуле и вообще с чего все началось. Ну, давайте, наверное, начну, Валентин, с вас, как с руководителя, как с учителя, да, Гульнары. Когда она к вам пришла? Вот сколько ей лет было и сколько вы уже с ней занимаетесь? Ну, мы занимаемся уже третий год. Вот, я заметил, что в ней есть большой потенциал. Я обычно всегда работаю с такими детьми, у которых есть потенциал, потому что зачем ложные надежды давать ребенку? Вот. И именно с такими детьми, которые хотят стать артистами, которые вкладывают все свои усилия. Вот, поэтому она очень дисциплинированная, всегда умеет правильную критику принимать, поэтому мне с ней легко работать. Гульнара, расскажи, пожалуйста, вот когда ты поняла, что тебе нравится петь и у тебя получается, потому что мне тоже нравится петь, но, к сожалению, мне не получается. Ну, я начала петь и любила петь еще с малых лет, а потом я всегда мечтала выступать на сценах, петь, покорять сердца жителей, и не только Гагаузии. Поэтому у меня появилась мотивация петь. И вот ты 3 года назад начала заниматься с Валентином. До этого ты тоже занималась вокалом или вот эти 3 года, как ты усиленно этим занимаешься? Ну, я тогда еще до знакомства с Валентином тоже пела, но не так распространенно. И не так профессионально, наверное, да? То есть только начинала. Скажи, пожалуйста, как проходила подготовка к конкурсу? В чем была сложность для тебя? Ну, мы очень много репетировали, работали над дикцией, движениями, динамика. Главное брать правильное дыхание. Вообще в конкурсах важна динамика, история, как рассказывают песню. Дикция важна, поэтому мы... Все эти элементы собрали в одну картину. Поэтому мы очень много репетировали в ожидании достойно выступить. Угу. А до этого были другие конкурсы, я так понимаю? До этого были другие конкурсы, но они были местные. Угу. Местный, то есть это твой первый выход на международном уровне? Это мое первое выступление на международной сцене. И каковы были эмоции, каковы были ощущения, волнение, радость, переживания, что было? Вообще, в ожидании у меня было большое волнение, достаточно, поэтому я только зациклилась на радости, успехов и так далее. То есть ты себя настроила? Да. Что надо взять себя в руки и выступить? Хорошо, вернемся к этому моменту. Валентин, что была это за песня, да, как давно вы ее готовите, сколько вы занимались над ней? Песня под названием «Гагаузерим». Эта песня специально мной была написана к 30-летию автономии, создания автономии. Мы ее исполнили заслуженная артистка Гагаузии Людмила Тукан в дуэте. Вот, и до конкурса Турции Гульнара в лицее заняла гран-при этой песней, а также на конкурсе в Бешалме получила специальный приз как самое колоритное и оригинальное исполнение на гагаузском языке. Вот. А так мы с Гульнарой уже записали 2 авторские песни, автор я. Одна была на русском языке «Гагаузия мой рай» и песня о маме на гагаузском языке. Вот. Поэтому в студии, конечно, она очень старалась, и я всегда учу детей, что должна быть очень четкая дикция, особенно в гагаузском языке. Бывают такие слова, если не выговариваешь последнюю букву, меняется смысл слова. Поэтому, ну и акцент чувствуется. Да, и акцент, да, и дети должны как бы вот усвоить это. Потом, когда эти же слова в других песнях, они уже знают, как правильно их выговаривать. И, конечно, смысл текста должны знать, чтобы прожить это, чтобы вот слушатель, он должен поверить в ту историю. Поэтому она старается, и я думаю, что скоро мы вновь удивим новыми песнями. Ну, я предлагаю сейчас посмотреть само выступление, а потом перейти опять к обсуждению.
Gagavuz adı kalbimde bir ateş gibi yanar. Toprağım, dilim, geçmişim hepsi seni bana bağlar. Gagavuzya! Moldova Gagavuzya'nın Kongaz'dan solistimiz Gülnara Batırlıyeva. Gagavuz yerim. Alkış gelsin bu güzel kızımıza. Çok güzelsin. Гюльнара, мы посмотрели это выступление. На самом деле, первый раз выступить так достойно и так уверенно нужно было, конечно, набраться очень много сил и себя настроить. Вот во время, когда вот ты только вышла на эту сцену, что ты почувствовала в этот момент? Когда я узнала, что на этой международной сцене было 10 стран, у меня было волнение. Коленки подкосило, Да, немножко. сердце начало биться. Да, такое ощущение, как будто я была в ожидании, что я вообще не выиграю, но я поняла, что главное не победа, а достойно выступить. И ты... Сколько у вас было участников? Вот сколько человек боролись за это место? У нас было 10 участников из разных стран. Каждый показывал свои традиции, свои песни международные. И ты у нас заняла второе место на этом конкурсе. Да.
Но это было сложно занять второе место. Вот ты слышала, наверное, и других участников, да? Как они выступили, на твой взгляд? Вот ты 3 года уже занимаешься музыкой, серьезно. И, наверное, ты уже различаешь, когда хорошее качество, да, высокое качество исполнителя и когда не совсем. Ну, на мой взгляд, они выступили достаточно хорошо. По моему... То есть конкуренция была хорошая, да? Да. Серьезная. Угу. Валентин, на твой взгляд, какова была конкуренция на этом конкурсе и в сравнении с остальными, да, какой был наш уровень? Действительно были очень сильные конкуренты, потому что вы знаете, что тюркский народ, они поющие, особенно Хакасия, Киргизия, Казахстан, Ну да, Восток, да, Кавказ. Туркмения, там были реально очень поющие дети. Поэтому как бы я всегда Гуле говорю, что главное достойно выступить, ярко, чтобы ты запомнилась. Не надо зацикливаться, что там какое место займешь. Вот, поэтому нам не хватило 1 балла до 1-го места, но у нас был очень сильный конкурент, мальчик с академическим вокалом. Он представлял Кабардино-Балкарию. Вот, но также у нас Туркмения и Киргизия очень сильные были, поэтому я переживал очень, но Гуля действительно покорила и жюри, и зрителей в зале, потому что мальчик занял 1-е место, но столько было внимания именно исполнительницы из Гагаузии, что все с ней фотографировались, знакомились. То есть вот очень приятно нам было, что нам столько уделили внимания. Вот, поэтому и мы хотим, конечно, поблагодарить Управление культуры Гагаузии, лично Марину Семеновну, потому что я был у нее на приеме, и мы говорили с ней, она говорит, если у тебя есть там девочка, там кто, с кем работаешь, отправь видео, если утвердят в Турции, то вы поедете. Нас утвердили, мы поехали. Первый раз в этом конкурсе участвовала Аня Драгу, она заняла 1-е место. И около 10-12 лет Гагаузия не занимала ни одного места. Поэтому сейчас это особо для нас. Вот, и очень хороший результат. Да, поэтому, конечно, надо еще много работать и над дикцией, и над движениями. Но Гуля молодец, она делает успехи. Мне нравится, когда вот ребенок сам желает расти. Ну, конечно. Да, если принимает правильно критику, значит будет рост. А если в штыке это все воспринимаешь, естественно, роста никого не будет, амбиции эти не нужны. Поэтому она молодец, и она и пианистка хорошая, 3 года подряд 1-е места занимает. Ну да, сейчас мы дойдем до пианино. Поэтому... Вот, Гулечка, скажи, пожалуйста, вот это твой первый выезд, да, за границу, так скажем, и первое выступление на такой широкой сцене, где есть конкуренты совершенно разного уровня и совершенно тебе незнакомые, и в том числе и зрители, да, совершенно незнакомые Конечно. люди. Чем отличается этот конкурс, да, в Турции от тех, в которых ты до сих пор принимала участие? Ну, я думаю, что в международных конкурсах все намного серьезнее, все с дисциплиной. Поэтому к таким конкурсам нужно относиться серьезно. Ну, наверное, и на местные конкурсы тоже нужно относиться серьезно. В любом случае, я думаю, что все участники как на местном уровне переживают, что же они... Тем более, если ты представляешь свою страну, это очень важно. И ответственно. Да, ответственно очень. Угу. Ну вот скажи, пожалуйста, Гулечка, что для тебя значит это 2-е место? Первый выход и 2-е место. Ну, какое бы место у меня не было, все равно это идет как мое новое достижение, мой новый опыт. Хорошо, это настрой от Валентина. Мы уже поняли, что это его настрой. Ты внутри как ощущаешь в себе это 2-е место? Вот что ты к себе сказала? Гулечка, я молодец, ты это сделал. Вот внутри твое ощущение, чем ассоциируется вот это 2-е место? Я была безумно рада. Это 2-е место ассоциировалось с большой гордостью, радостью. Я в мыслях себя очень хвалила, потому что как бы мне 11 лет, точнее 11,5, и у меня уже такое достижение. Да, конечно, потому что на самом деле надо себя хвалить, да, то есть настрой был на то, неважно какое место, но все, место уже определено, и, конечно же, внутри, наверное, была буря эмоций, вот этот вот ураган впечатлений, которые и где-то и страх, и переживания. Кто тебя поддерживал там на конкурсе? Кто был рядом?
Вообще я хочу поблагодарить Управление культуры, а также лично Марину Семеновну, она потому что вместе с нами была в трудные минуты, она меня тоже поддерживала, со мной селфи делала. Да, селфи это важно. Также со мной рядом был Валентин, моя мама. Я им тоже хочу выразить огромную благодарность, потому что они меня действительно морально поддерживали. Мои близкие, дедушка, бабушка и так далее, они меня тоже хорошо поддерживали, выражаем огромную благодарность. Мгм. Валентин, вот для тебя это второе место что значило? Ну, Ты конечно, ожидал, во-первых, что будет какое-то место? Учитывая сильных конкурентов, конечно, у меня сомнения были. 50 на 50, Да, да? но я все равно надеялся. Надежда умирает последняя, поэтому я до конца надеялся. И даже когда снимал Гулю, у меня руки дрожали. Вот обычно я как бы спокойно отношусь к этому, но я понял, что вот это волнение, оно не зря. Оно, то есть, предтеча вот какой-то победы все равно, чисто интуитивно. Вот, поэтому, когда нас объявили второе место, конечно, мы очень обрадовались. Во-первых, моя авторская композиция. И я, и Людмила Тукан, мы гордимся, что наша песня живет. И эта песня занимала, и другие исполнители тоже исполняли. И первые места, и Гран-при, и в Болгарии, и в Турции также, в Кишиневе, в Бельцах. Вот, очень важно, когда песня живет, что на нее спрос, и Её хотят члены исполнять, жюри, да. которые вот были на этом конкурсе, они все профессоры, доктора на музыкальном уровне. И такая высокая оценка для нас очень важна, и приятно, что так нас оценили. Гульчика, скажи, пожалуйста, как среагировали твои друзья, твои подруги на, вот, во-первых, участие, что они говорили, поддерживали ли они, и когда ты вот привезла домой второе место, как они тебя встретили? Сказали ли тебе они там: Гульчика, ты молодец, мы в тебя верили? Ну, у меня вообще очень много верных друзей. Они меня хорошо поддерживали, гордятся мной, и сейчас тоже. Любят меня, всегда поддерживают. Для тебя это важно? Для меня это очень важно. Да, ну я думаю, что должно быть важно. Да. Ну, Валентин тоже сказал, что ты занимаешься еще игрой на фортепиано. А сколько лет ты уже занимаешься этим, работой на этом инструменте? Да, я занимаюсь фортепиано. Так как уже конец года, я уже Какой класс заканчиваешь? Я уже заканчиваю 4 класс. В следующем году буду в 5 классе. Я уже 3-й год подряд занимаю первые места в конкурсе в Таракле «Эхо нашей эпохи». Угу. Благодарю очень организаторов этого конкурса, а также мою любимую учительницу Момот Елену Викторовну за ее труд и поддержку, а также хороший репертуар. Угу. Скажи, пожалуйста, ты планируешь выходить за рамки этого конкурса? Есть ли, допустим, какие-то планы участвовать в конкурсе в Кишиневе, например, да, на более, где больше профессионалов, да, и будет жестче условия конкурса, и, ну и, возможно, может быть, на международном уровне? Ну, если будет такая возможность, я обязательно попробую. Ну, ты чувствуешь в себе вот то, что ты сможешь на таком новом уровне быть? Или все-таки ты где-то еще пока сомневаешься в себе? Ну, пока что есть немножко сомнений, но я настраиваю себя на позитив, стараюсь хорошо играть, никого не подводить. Угу. Ну, наверное, вот это сомнение в людях не просто так, да, мы себе даем сомнение, что если вдруг не пройдет, то мы где-то внутри сомневались. Ну, а если мы победим, то значит мы сомневались зря, да. Это тоже хорошая психологическая система, мне кажется, что она помогает нам, да, особенно деткам. Скажи, пожалуйста, сколько времени ты тратишь в течение дня на музыку, да, это может быть на инструмент, может быть на вокал? Ну, так как всегда нужно регулярно заниматься, я занимаюсь практически каждый день, точнее 24/7, потому сколько что я часов действительно люблю. ты занимаешься на фортепиано? Ну, я играю где-то по 10 раз, потом делаю перерывы, но вообще в день я могу заниматься где-то по 2-3 часа. Молодец, это, конечно, хороший результат. Валентин, скажи, пожалуйста, вот игра на фортепиано как-то помогает ей лучше усваивать все те задания, все те наставления, которые ты даешь ей?
Конечно, потому что, во-первых, развивается слух. Она, кстати, слышит очень хорошо и терции, и в студии легче ей работать, потому что она сразу знает, как в терцию можно спеть, сама себе бэк-вокал делает. Это очень важно, потому что обычно в больших студиях звукозаписи есть специальные бэк-вокалисты, которые профессионально делают пачку бэк-вокалов. Гулечка, она сама себе это делает бэк-вокал, это очень важно. Ну да, что умеет играть да, голосом. И она вот молодец, вот у нее 2 авторские песни пока, но она их уже спокойно играет на фортепиано. У нее дома есть инструмент, вот, и это очень помогает. И сейчас в интернете столько программ есть, я уверен, что она увлечется и аранжировкой, и будет сама себе делать уже аранжировки. Потому что они сейчас, конечно, дети всё. очень такие продвинутые, и очень много есть возможностей. Гулечка, скажи, пожалуйста, кто твой кумир в музыкальном мире? Ну, не знаю, может быть, в Гагаузии, в мире, в Молдове. Ну, у меня есть очень много кумиров, прямо всех не могу перечислить, Ну, но самых-самых, которые ты всегда слушаешь, и прям вот хочешь, чтобы когда-нибудь ты тоже так исполнила. мне очень нравятся песни Валентина Арманджи, такие наподобие Естественно. Карагёзка или Райкушу, они действительно вдохновляют и поднимают настроение. Мгм. А если выходить за пределами вот твоего круга, да, вот из международных, там, зарубежных исполнителей, или, может быть, кто-то из нашей страны тебя тоже впечатляет? Ну, я предпочитаю более таких современных русских таких исполнителей. Ну, например, кого ты слушаешь? Ну, мне нравится Монеточка, Алена Швец и наподобие таких исполнителей. Мгм. Более такие андеграундные исполнители. Ну, сейчас молодежь так больше в этом направлении двигается. Скажи, пожалуйста, какие цели ты ставишь перед собой после 2-го места, что ты заняла в Турции? Но я думаю двигаться вперед, идти только вперед, никогда не грустить, не расстраиваться из-за поражения, потому что это не конец, это опыт, на ошибках учатся. Ну, это не поражение, давайте начнем с этого, да, это 2-е место, это уже победа без 1 балла, 1-е почти место, поэтому здесь это не про поражение. Валентин, скажи, пожалуйста, как оценили уровень Гульнары другие наставники, то есть наставники других исполнителей? Был ли диалог у тебя с другими? У нас как-то не было диалога, потому что немножко с опоздания конкурс начался, и немножко суеты было, поэтому как-то не получилось. Но те страны, которые поддерживали своих участников, они особо реагировали на нашу композицию. У нас очень она яркая. Хочу спасибо сказать Денису Ясику и Василию Драгану за такую яркую, колоритную аранжировку. Вот, поэтому мы даже на репетиции сразу всем очень понравилась песня. Вот, и даже дети маленькие из Казахстана, они тоже вот поддерживали Гулю, танцевали там. То есть очень приятно, что песня зацепила, это очень важно. Я помню, когда я на Тюрквизионе представлял Гагаузию, и мы впервые вышли в финал и заняли 7-е место. Наша песня запомнилась. Ползала танцевали под нашу песню. Когда мы ездили уже на банкет, в автобусе все напевали припев нашей песни. То есть Петр Иванович Петкович в то время был моим продюсером, и он тогда сказал: вот это победа, когда ты запомнился, когда слова твоей песни на устах у людей, вот это главное. Потому что, да, Киргизия заняла 1-е место, у них была и хореография, и вокал, но главное запомниться. Ну, когда да. тебе говорят, значит, ты зацепил. Это очень важно. Ну и, наверное, вот в завершении нашей программы, Гулечка, скажи, пожалуйста, что бы ты хотела сказать молодым людям, да, твоего возраста, девчонкам, парнишкам, которые тоже любят петь, которые тоже, может быть, принимают участие, а может, пока еще нет, но мечтают оказаться тоже на каком-то конкурсе международном. Дай свой совет как исполнительницы, как человек, который занял 2-е место, как тот, кто прошел уже этот путь. Ну, я бы таким новичкам посоветовала бы всегда быть уверенной в себе, не зацикливаться на грустном,
идти только дальше и вперед, не прятать свой талант и всегда быть на позитиве. Да, ну, я надеюсь, что они тебя услышали. Валентин, ну и твое напутственное слово для всех не только деток, да, но и их руководителей, которые их ведут, потому что очень много зависит и от человека, который тебя ведет по этой музыкальной дорожке. Да, когда работаешь с детьми, очень важно уметь расположить к себе ребенка и уметь раскрыть его. То есть действительно сейчас очень сложно детям, чтобы дети полюбили гагаузскую музыку, потому что гагаузы, вот, и чтобы сохранились и традиции, и привить к ним любовь к языку, к самой музыке. Вот это, ну, я стараюсь, как бы у меня уже опыт есть, я много работаю с детьми, я стараюсь продвигать детей из Чедерлунги. Вот, в прошлом году тоже девочка из Чедерлунги, Елена Иванова, заняла гран-при авторской нашей песни в Сороках. Вот, дальше мы тоже работаем над новой авторской песней. Ранние мои ученики были, кого я взял с 9 лет, это Аня Драгу, Никита Панаитов. Они уже звездами стали, много у них есть хитов. Вот, то есть я всегда работаю на результат, и поэтому всем руководителям, конечно, желаю, чтобы они могли правильно раскрыть ребенка, услышать, что ребенок хочет тоже, потому что я всегда советую, а что ты, какую песню ты бы хотела спеть? Вот какая тематика ближе к тебе, чтобы ты могла это прожить, и чтобы слушатели поверили в твою историю. Это очень важно. Вот мы с Гулей как с взрослым человеком общаемся. То есть у нас нет никаких ограничений, поэтому у нас действительно радует, что в последние годы в Гагаузии появилось очень много танцевальных коллективов, много авторских песен, и дети тоже представляют Гагаузию на разных конкурсах, и танцевальных, и вокальных. Поэтому это очень радует, что гагаузская культура продвигается, и о нас больше узнают в разных странах. Это очень важно. Я искренне желаю вам, чтобы это было только началом, и самым, так скажем, самым легким началом, чтобы дальше было больше, выше. Чем увереннее, тем лучше результат. Я в тебя верю, я вижу, что в тебе есть не просто потенциал, но и то стремление, та уверенность, что все будет хорошо, а раз ты веришь, значит так и будет. Тебе больших побед, лучшего результата, чтобы ты круто закончила свою музыкальную школу, чтобы музыка тебя не просто вдохновляла, но чтобы она была, возможно, и основой всего, что ты будешь делать, да, то есть вот ты рождена для этого, да, и музыка в твоей жизни — это не просто какая-то игра. Ну, а тебе, Валентин, хороших учеников и хороших побед, потому что для любого учителя очень важно, чтобы ученик превзошел его способности, и тогда учитель понимает, что вот это, да, это мой результат. И побольше таких классных девчонок в твоей команде. Спасибо большое. Дорогие зрители, спасибо, что вы сегодня были с нами. Мне кажется, что сегодня была очень легкая, интересная программа, интересный подкаст. Мы поговорили с такими прекрасными людьми, как Гюльнара Батыралиева, уроженка Чедерлунги, победительница музыкального конкурса в Стамбуле, и Валентин Урманжи, заслуженный артист Гагаузии, финалист престижного конкурса Тюрк Визион 2015, поэт, композитор и исполнитель в том числе. Все знаем и его песни, и песни, которые были им написаны для других исполнителей. Я думаю, что мы сегодня с вами получили массу удовольствия от этой программы, и надеюсь, что мы в следующей программе снова с вами встретимся. И до новых встреч!